Рабочая группа по возможному транзиту через территорию Абхазии была создана 28 июня прошлого года. Ее главная задача – изучить возможности перевозки грузов как через российско-абхазскую границу, так и через границу с Грузией. Рабочая группа заседала без участия журналистов, однако по завершению участники рассказали о содержании встречи. То, что в нашу компетенцию вопросы входили, мы их рассмотрели, и транзит, мы опять еще раз подтвердили, что транзит через Абхазию мы все согласны, что транзит грузов из третьих стран, если чтобы через территорию Абхазии проходил, просто рассматривалось. Да. В будущем, если в Россию будут идти грузы какие-то, то что мы не против для того, чтобы эти грузы проходили через территорию Абхазии. Через территорию Грузии потом, а с этого у нас запрета нет, он как бы был этот транзит, существует, и он действует до сих пор. Член рабочей группы Тимур Надараев заявил, что он является единственным оппозиционером в составе рабочей группы и согласен с ее выводами относительно необходимости транзита из Грузии. При этом он подчеркнул, что в компетенцию рабочей группы не входит формирование перечня дополнительной продукции, и тут же выразил свое личное мнение по этой теме. Я лично высказал свое мнение категорически. Я единственный, который представлял здесь оппозицию, который входит в комиссию от имени оппозиции, категорически против того распоряжения, которое сделал президент, внеся поправки в распоряжение президента Сергея Васильевича Багапча 2007 года о запрете торговли с Грузией. В рамках транзита мы не возражаем через территорию Абхазии, чтобы товары уходили в Российскую Федерацию или в Турцию, или из Турции обратно, или в Грузию. То есть, чтобы Абхазия как транзитная страна зарабатывала на этом, потому что есть таможенное сопровождение этих грузов, и Абхазия может заработать. Мы не против этого, но мы категорически против, когда наши таможенные органы будут оформлять товарные партии, не в частных, не в личных, за все это время в целях личных перевозились какие-то товары, да? А здесь идет, говорится о том, что можно там, до 600 тысяч рублей частным предпринимателям завозить товары из Грузии. Мы категорически против этого. Глава администрации Галского района Константин Пилия не согласился с Тимуром Надараем. По его словам, утвержден дополнительный перечень продукции, которую можно будет провозить транзитом или на внутренний рынок Абхазии. Пилия считает, что товары, пересекающие границу, должны оформляться в соответствии с таможенным законодательством нашей страны. Дело в том, что транзит, о котором говорит, что Тимур Хотович Добро, значит, России с Грузией можно иметь отношения и пополнять грузинский бюджет через Россию, а мы, имеется в виду, пополняем военно-промышленный комплекс. Совершенно не так, наше мнение совершенно иное. Мы считаем, что для граждан, для жителей Республики Абхазии, мы считаем, что можно было, сейчас до этого была ручная кладь, что можно было уже пронести тот или иной товар сельхоззначения в объеме. Не с государством Грузии, не с правительством Грузии, мы никаких контактов не имеем, ни юридических, ни прямых. Наше мнение, понимание, что это для наших жителей можно пойти, кому позволено пересекать границу, принести тот или иной товар в объеме, по наименьшей цене для выгоды наших людей, для выгоды экономики. Таможни, работали службы, и тот товар, который перемещается, так ли, сяк ли, 50-килограммовые грузы или больше, чтобы он подвергался таможенному оформлению. Все остальное уже будет обсуждаться. Согласно распоряжению, в список разрешенных товаров вошли саженцы многолетних и однолетних культур, семена и посадочный материал сельхозкультур, живая домашняя птица, корма для сельхозживотных, сельскохозяйственная техника, оборудование по производству и переработке сельхозпродукции, автомобильный транспорт, автозапчасти, моторные и прочные смазочные масла для транспортных средств. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Раму Камкия, Абхазское телевидение.